За побег заключенного из СИЗО в Бахтаре задержан сотрудник Душанбинского СИЗО номер 1. Военные контингенты из Казахстана, Киргизии и Таджикистана примут участие в масштабных учениях на востоке России. Уроженец Таджикистана, исламский проповедник шейх Али Ибодов выиграл суд и восстановил свой вид на жительство в России. В результате ДТП в Санкт-Петербурге погибло 4 молодых таджикистанцев. Ответственный сотрудник Душанбинского СИЗО номер 1 задержан после побега одного из арестованных. Власти инцидент не комментируют. Как сообщает Радио Зоди со ссылкой на свои источники, 35-летний Ахмадбек Саидов совершил побег из следственного изолятора в ночь с 18 на 19 августа. Источник в правоохранительных органах Таджикистана 29 августа сообщил, что о побеге стало известно утром 19 августа. «Нам лишь сказали быть начеку и соблюдать осторожность», — добавил он. Попытки получить комментарии официальных лиц не увенчались успехом. Ильхом Махмудов, заместитель начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана, услышав вопрос по поводу побега, сразу положил трубку. Задержан ли беглец, не сообщается. Тем временем фотографии Ахмадбека Саидова появились на улицах и рынках города Бахтар, административного центра Хатлонской области. Ахмадбек Саидов, которого вместе с 12 другими гражданами Таджикистана выслали из России в начале августа, обвиняется в разбойном нападении и хищении 83 250 сомони в 2007 году в Донгаре. Саидов – уроженец села Таджикабад Вашского района, и, по словам очевидцев, операция по поимке проводится в основном на малой родине беглеца и близлежащих районах. Между тем, как сообщили источники, за пособничество побегу задержан Идибек Мухтоджев, один из ответственных сотрудников Душанбинского СИЗО номер 1. Проверка показала, что Саидов за день до побега поговорил с неизвестным человеком с телефона Мухтоджева. Сам Мухтоджев был задержан неделю назад, отметил источник. Это не первый случай побега из СИЗО и тюрем в Таджикистане. В августе 2010 года из следственного изолятора в центре Душанбе сбежали 25 заключенных. В числе бежавших были обвиняемые в совершении тяжких уголовных преступлений. Президент Эмомали Рахмон после самого громкого в истории независимого Таджикистана побега отправил в отставку председателя ГКНБ страны Хайреддина Абдурахимова и почти всех его заместителей. Военные контингенты из Казахстана, Киргизии и Таджикистана примут участие в масштабных учениях на востоке России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. С 1 по 7 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», которые предусматривают отработку вопросов обеспечения военной безопасности России и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа, говорится в сообщении. Как уточнили в Минобороны, учения «Восток-2022» пройдут с практической отработкой оборонительных и наступительных действий на 7 полигонах ВВО. Это Бурдуны, Горячие Ключи, Князеволконский, Лагунный, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Известный исламский проповедник, уроженец Таджикистана шейх Али Ибодов, смог выиграть суд и восстановить свой вид на жительство в России, ранее отмененный МВД Республики Татарстан. Адвокат Руслан Нагиев, защищающий права шейха Али Ибодова, сообщил, что им удалось выиграть дело в Ахитовском районном суде города Казани. Нагиев сообщил, что теперь они будут оспаривать решение суда Советского района города Казани от 4 августа 2022 года о выдворении Ибодова. Сегодня завершилось рассмотрение административного иска в защиту интересов Ибодова Шахимардона, Хазрат Али в народе, по которому мы требовали отменить решение УВМ МВД по Республике Татарстан об аннулировании вида на жительство Ибодова Шахимардона. Сегодня Вахидский суд города Казани завершил рассмотрение данного дела, удовлетворил полностью наши исковые требования, и решение УВМ МВД по Республике Татарстан отменено. В настоящий момент Ибодов Шахимардон Али Хазрат имеет вид на жительство на территории Российской Федерации. Соответственно, решение Советского суда города Казани от 4 августа
2022 года, которым Ибодов Шахимардон был выдворен за пределы Российской Федерации, может быть также обжалован. Как ранее сообщали СМИ, шейха Али Ибодова, работавшего сотрудником отдела Давата Духовного управления мусульман Республики Татарстан, депортировали из России якобы из-за нарушения миграционного законодательства. 21 августа 2022 года известный российский исламский блогер Расил Тавдеряков сообщил, что адвокат Али Хазрата Ибодова Нагиев назвал решение о выдворении его подзащитного абсолютно противозаконным и безосновательным. Адвокат подчеркнул, что для его депортации не имелось никаких формальных оснований. Али Хазрат Ибодов в Духовном управлении мусульман Татарстана отвечал в основном за работу среди мигрантов. В Санкт-Петербурге в результате дорожно-транспортного происшествия 28 августа погибли 4 молодых таджикистанцев. Посольство Таджикистана в России сообщило об этом на своей официальной странице в Facebook и выразило соболезнования родственникам погибшего. Однако их имена посольство не приводит. В заявлении посольства говорится, что Генеральное консульство Таджикистана в Санкт-Петербурге готово оказать необходимую помощь родственникам погибших для перевозки тел на родину. Данное происшествие находится на контроле посольства и Генконсульства Таджикистана в Санкт-Петербурге, отмечается в заявлении посольства, однако детали ДТП не приводятся. Между тем, как сообщают СМИ, 28 августа примерно в 20:11 вечера водитель автомобиля «Шевроле Ланус», двигаясь по территории рынка Софийская авиабаза города Санкт-Петербурга, не справился с управлением и врезался в фуру с прицепом марки «МАН». Трагедия произошла около 20:10 часов вечера, когда на овощебазе уже не было покупателей и все закрывались. Водитель автомобиля «Шевроле», в салоне которого сидели еще 4 человека, решил погонять по полупустой территории базы, однако не справился с управлением и машину занесло прямиком в припаркованную фуру. 3 человека погибли на месте, 2 госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет spppkr.ru. Все они граждане Таджикистана, как пишут таджикские СМИ, уроженцы села Зернисор, сельского джамуата Газантарак района Диваштич, Сагдийской области Таджикистана. По данным Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, за рулем находился 23-летний парень. Он и 2 пассажиров 20 и 21 года скончались на месте. Другие 2 парня, обоим по 21 году, были госпитализированы в больницу с различными травмами. Состояние одного из них оценивается при поступлении в больницу как тяжелое. Молодые люди работали грузчиком в одном из павильонов на рынке Софийская авиабаза.